У истоков Печоры вытянулся с севера на юг узкий хребет с крутыми каменистыми склонами. Здесь расположено горное плато Мань-Пупунёр с 7 каменными великанами. Это место посещают путешественники со всего мира. Мань-Пупунёр на языке манси означает «малая гора идолов». Так нарекли плато оленеводы Вагулы. Охотники Коми именуют его Итчет-Балванаис – «малые болваны». На огромном, открытым ветрам плато возвышаются 7 столбов высотой от 22 до 50 метров. Экскурсия на плато рассчитана на 8 дней, за которые путешественники увидят достопримечательности, расположенные на границе заповедника по реке Илыч. Длина пешей части маршрута от кордона Усть-Ляга до плато Мань-Пупунёр и назад 72 километра. Добраться до плато можно на вертолете, однако сотрудники заповедника и бывалые путешественники уверяют, что преодолевать нелегкую тропу к останцам нужно своими силами. Уникален весь путь к древним каменным идолам. Начинается он у старинной деревни Усть-Илыч, которая располагается в месте впадения Илыча в Печору. Река Илыч – правый приток Печоры, длиной в 411 километров. Площадь бассейна – 16 тысяч квадратных километров. Путешествие начинается вверх по реке на моторных лодках и проходит через старинную Коми-деревню охотников и рыбаков Еремеева. Если отправиться на Мань-Пупунёр в начале сентября, можно стать гостем колоритного местного праздника – состязания охотников. Бажуков Александр. За Еремей! Еремеевский праздник охотника – уникальное сочетание культурных, этнических и промысловых традиций. Труднодоступная деревня с населением около 200 человек – одна из немногих, где сохранились вековые обычаи Коми. Легендарный основатель деревни – охотник Еремей. И местные жители считают себя его потомками. Раз в 2 года промысловики вспоминают отца-основателя и состязаются в силе, выносливости и мастерстве. Растить и кормить потомство. Спасибо большое вам. Мы сейчас с вами провели обряд очищения. Отсюда 120 километров до начала пешей тропы к болванам. За Еремеево начинается нетронутая природа. Живописные берега Илыча. За каждым новым изгибом реки неповторимый и восхитительный вид. Примечательно, что утки здесь совсем не боятся людей. Кажется, эти птицы чувствуют, что на заповедной территории им не грозит опасность. Вскоре начинаются первые видимые признаки Северного Урала – невысокие отвесные скалы. Особенно интересны скалы Лёк-Ис. Скалы расположены на правом берегу реки Илыч, в 4 километрах выше устья реки Исперет. Пласты плотных мелкокристаллических известняков будто бы стоят на голове. С коми языка Лёк-Ис переводится как «плохой камень».
По рассказам местных жителей, огромный камень стоял на скале и качался на ветру, пугая людей. Он и дал название этим скалам. Несколько лет назад гигантский булыжник не выдержал очередного порыва ветра и рухнул в воду. Лёк-Ис – это комплексный геологический памятник природы республиканского значения. Его протяженность около 200 метров. Река Илыч является заказником республиканского значения и одновременно естественной границей заповедника территории. Закон охраняет нерестилище ценных видов рыб, семги и европейского хариуса. Поэтому на ее берегах расположены кордоны – пункты охраны заповедника. Всего в заповеднике 9 кордонов – Полой, Собинская, Шайтановка, Шежим-Печорский, Исперет, Шежим-Дикост, Устляга, Укью и Верхняя Ваджика. На пути к Платою будет 3. На них ведут круглогодичное наблюдение государственные инспекторы. Ну хорошо, спасибо. Потом сейчас на связь не выйду, в гору иду. Принято. Конец связи. Третий кордон и место ночевки – Усть-Ляга. Здесь в Илыч впадает река Малая Ляга, а Илыч проходит между двумя горами – Ляга-Чугра и Волган-Чугра. До плато Мань-Пупунёра отсюда 36 километров пешего пути. Проводники советуют основательно отдохнуть на Усть-Ляге. Для путешественников построена баня и гостевая изба. Поход на плато уже в самом начале может оказаться полным сюрпризов. Нетронутая природа щедра на подарки. Здесь, на берегу Илыча, между Большой и Малой Лягами, начинается пешая тропа до Мань-Пупунёра. Первая ночевка на 20-м километре. На берегу Ляги обустроено место для отдыха. Отсюда тропа уже заметно поднимается вверх. Ежегодно перед началом туристического сезона ее расчищают от поваленных ветром деревьев. В сентябре здесь уже чувствуется дыхание поздней осени, а тропа достаточно влажная.
Пройти можно только в соответствующей экипировке и обуви. Зато в это время не беспокоит мошка. Тем же, кто путешествует в июле и августе, требуется не столько теплая одежда, сколько репелленты от насекомых. Лесные жители всюду оставляют свои следы. Вот медвежий след, подушечки, вот когти. Скоротать путь к плато помогут кедровые орешки. Всюду под ногами шишки сибирской сосны, кедра. Главное – успеть собрать их раньше мохнатых и пернатых местных жителей. Через 7 километров тропа пойдет вдоль Золотого ручья. По рассказам нашего гида Владислава Попова, если оставить носовой платок на несколько дней в ручье, он покроется тонким слоем золотой пыли. Но даже без золота водоем представляет ценность для туристов. Прозрачный, со множеством перекатов, горный ручей не только порадует путника, но и снабдит чистейшей питьевой водой. Последние 6 километров к плато особенно трудны. От Золотого ручья начинается резкий подъем вверх. Здесь тайга переходит в тундровое криволесье. Деревья становятся все ниже. Начинается тундра с ее яркими красками и панорамными видами Уральских гор. А станцы сложены трудноразрушаемыми серицито-кварцитовыми сланцами. По твердости этот материал не уступает граниту. Своей причудливой формой болваны обязаны воздействию ветра и воды, жары и мороза. Так что от единой каменной горы в процессе выветривания остались лишь 7 столбов. Сегодня разрушенный горный массив исследован и вписан в реестр геологических памятников. А 36-километровую пешую тропу до плато ежегодно преодолевают не только ученые, но и десятки поклонников дикой и суровой красоты Урала. Мансийская легенда гласит, что это были богатыри, шедшие под предводительством своего шамана на восток, чтобы погубить вагульский народ. Но когда они поднялись на эту вершину и увидели вдали священную гору вагулов Ялпингер, предводитель богатырей в ужасе бросил барабан, и все они окаменели. Барабан тоже окаменел, превратился в гору. Поэтому она называется Койп, что означает «барабан». Само название Кмань-Пупунер переводится с мансийского как «малая гора идолов». С тех пор это место стало особым, как говорят, сакральным, тайным, особо оберегаемым и почитаемым. Здесь совершали обряды поклонения и жертвоприношения манси. Позже сюда начали приходить жители коми-деревень, вслед за ними исследователи и путешественники. Плато по праву считается одним из красивейших мест планеты. Побывавшие здесь туристы знают, что каменные болваны сколь красивы, столь и капризны. Погода здесь может измениться в любой момент, и исполины в минуты скроются из вида в густом и влажном облаке.
Впрочем, в тумане Мань-Пупунер выглядит еще более таинственным. На случай непогоды в километре от болванов установлен двухэтажный гостевой дом с печкой, кухней и спальней. В уютном и теплом домике свободно разместятся 10 человек. Внутри есть все необходимое для ночлега и горячего ужина. Но уж если непогода задержала вас на плато, и вам довелось пережить не одну ночь под непрерывным наблюдением каменных идолов, готовьтесь к неожиданностям. Возможно, внизу, в привычном мире людей и машин, ваша жизнь внезапно поменяется.